Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто скоро к вам проявится? Кто будет говорить о своих чувствах? Кто признается в том, что испытывает к вам влечение, волнение, любовь? Загадайте, пожалуйста, на себя. Загадайте свои временные рамки, не загадывайте слишком долгий срок. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, тут мужчина такой интересный. Деревом его показали. Дерево серьезный, семейный, такой, знаете, прям теплый, домашний. Мужчина, который спит и видит семью с вами. Вы ему нужна не просто как женщина для страсти, для эмоций. Вы ему нужны как жена. Очень семейный и человек, который уже, как, знаете, познал этот мир и пришел действительно к серьезным итогам. И человек, который мечтает о большом, красивом доме. Человек, который мечтает назвать вас своей женой. Который мечтает делить с вами все, что у него есть, и которому очень важно какие-то вот семейные ритуалы, традиции, да, вот жена встречает, либо там по воскресеньям пироги печет, он там что-то делает, да, вот этого хочется, очень хочется. У мужчины жизнь какая-то была странная, ему вот с женщинами не везло. Всегда ему попадались такие, одна не домашняя, не семейная, другая прям такая, знаете, вот все с него тащила, как липку обдирала. Еще одна женщина постоянно его обманывала. Не знаю, может быть, это все его жены, а может быть, просто девушки, с которыми он пытался построить отношения. Но вот прям не везло. Катастрофически не везло с женщинами. В какое-то время он даже был очень разочарован и считал, что он так и останется одиноким. И лучше уж там я буду один, чем с женщинами, которые не хотят разделить с ним кров, не хотят семейных отношений, либо каждая вот гребет под себя. Да, вот говорят же, женщины страдают от мужчин. Вот тот мужчина, который пострадал от женщин, мне вот его показывают таким, знаете, стабильным в сегодняшнем дне. Как состоялся, да, и состоялся, и настоялся. Давно без женщин этот мужчина, давно. И когда он вас увидел, даже не зная вашего имени, вообще ничего про вас не знают, когда он вас увидел, у него сразу вот видение пошло, что вы его жена, что у вас там светлый такой теплый добрый дом, вы сидите за столом, друг другу улыбаетесь, там еще смех какой-то. Вот прям такое видение ему пошло, когда увидел. Прям загорелся вами, очень долго по вам сох, узнавал очень многое о вас, очень много кого расспрашивал о вас. У кого-то еще из девочек отыграется, что вы когда-то с ним познакомились и, например, были в отношениях, и он ждал, пока вы свободная станете, да. Ну и такое может отыграться, вы же все разные. Вот мне идет, что его чувства проверенные временем. То есть это не такое сиюминутное, что он там вчера в вас влюбился, а сегодня уже замуж зовет, да, под венец тащит. Нет, здесь именно проверенные, выверенные временем чувства. Вот так мне идет. Может, он даже куда-то уезжал на время, потом вернулся. Может быть, он издалека наблюдал за вашей жизнью. Вот именно ждал, когда вы свободу обретете. Ну, либо знал, что у вас были не очень хорошие отношения. Может быть, как не хотел форсировать, не хотел вас травмировать, давал вам время, чтобы вы в себя пришли. Ну, я так понимаю, что время пришло, да, он уже больше не может ждать, либо он начал бояться, что кто-то за вами другой будет ухаживать и вас заберет. Вот. Между вами разницу я вижу. Разница либо социальная, либо возрастная.
Здесь мужчина может быть, ну, либо гораздо старше вас, ну, либо гораздо богаче, чем вы. Но вот так мне идет, извините. Может быть, он и богатенький, но живет вполне себе скромно. Ну, не показывая то, что имеет, ну, на показ, да, вот у него имущество какое-то есть, какие-то домики, квартирки, земельные участки. Ну, вот такой он прям, знаете, зажиточный мужчина, как богатенький мужчина, как вам проявится. Деньги есть, но вот тратить их, ну куда? Просто так спускать, прожигать? Нет, он не так воспитан. Любимой женщины не было рядом, самому ему столько не надо. Ну, копил потихонечку, да, на будущую счастливую жизнь с молодой женой, копил себе потихонечку денежку. Этот мужчина есть в вашей памяти, опять же, вы все разные, отсыпка общая, но вы точно его видели. Кто-то из вас уже догадался, о ком я говорю. Кто-то из вас, ну, давно видел, да, может, когда-то познакомились, но так в последнее время не виделись, может, даже несколько лет не виделись. Но он есть в вашей памяти, точно. Когда увидите, сразу поймете, да, узнаете. Там не нужно будет заново ему представляться. У кого-то еще может отыграться, что этот мужчина, он в кругу ваших знакомых, но не самых близких, не самых вот прям дорогих, родных, доверенных людей. У кого-то из вас еще может отыграться, что этот мужчина, он был либо женихом, либо мужем кого-то из женщин, кого вы знаете, либо в родстве находились. Может быть такой еще вариант. Ну, давно он на вас глаз положил, да, давно к вам присматривается. Вы ему прям вся нравитесь. У вас для него нет изъянов. Вы в его вкусе, вы идеальны. И, девушки, неважно, сколько вам лет, неважно, как вы, где вы живете, неважно, как вы выглядите, он давно за вами наблюдает. И еще раз говорю, он рассматривает вас не частично, там, не внешнюю привлекательность, не формы, не тело, а именно в целом, да, ваш характер, ваши как, нормы поведения, ваш голос, ваше умение вести себя в обществе, то, чего вы добились, к чему вы стремитесь. Ну, опять же, все остальное тоже. То есть такой вот он продуманный мужчина, да, он продуманный, он непростой. И также, мои хорошие, мне идет, что этот мужчина, он, не знаю, мне идет, что он вам что-то покупал, но не дарил. Как подарки какие-то, может, украшения покупал. Вот что-то красивое он видит, по-настоящему дорогое и ценное. И он такой раз и прикупил. И это для вас. Скорее всего, когда вы начнете общаться, встречаться, если начнете общаться, встречаться, то этот мужчина вас задарит именно какими-то ценностями. Это не бижутерия, это именно, ну, драгоценности, драгоценный металл, драгоценные камни, да, вот какие-то вещи, не ношенные, новые, но купленные какое-то время назад. То есть он подкупал потихонечку, да, это подкупал, думая о вас, он покупал вам подарки, но он их не дарил. Ну, потому что такой возможности не было. Вы не настолько близко общались, да, чтобы он пришел и подарил вам, не знаю, там, какое-нибудь колье, да, либо серьги какие-нибудь дорогие. Ну, понятно, что вы бы и не приняли, и вообще там куча разговоров бы пошло. Вот. Также я вижу, что этот мужчина, он за кем-то то ли досматривал, то ли опеку над кем-то брал. И это тоже был таким непростым периодом в его жизни. Почему? Потому что он полностью с головой ушел туда. Может, родители пожилые, может быть, там кто-то другой, да, вот кому-то он помогал. И он понимал, что он не может вам сейчас всего себя предложить, а частично быть в вашей жизни, ну, как бы это и ни туда, ни сюда, да. Вот у мужчины есть сильное качество, он умеет ждать, он умеет брать себя в руки. Это не вот этот шальной мужик, который вот хочу и все, и дайте мне. Этот такой, он и подождать может, и взять себя в руки может. И вот, кстати, по поводу вредных привычек, у него их нет.
у него их нет, либо вот еще мужчина может, там, знаете, как пригубить винишка какого-нибудь, ну, либо коньячка дорогого, только лишь в праздник, и то только пригубить, понимаете, он умеет держать себя в руках. Почему-то мне еще кажется, что он как-то с военным делом связан. Может быть, он в прошлом военный, может, в армии служил, может быть, он в каком-то патриотическом клубе состоял, да, в обществе каком-то патриотическом, может, увлекается военным делом. Да? Есть же такие мужчины, которые там во всяких этих, как это называется, когда они одеваются в эту одежду, да, там, разных времен, там, имитируют эти сражения, баталии всякие, да, вот такое еще может быть. Ну, непростой он мужчина, очень грамотный, память у него хорошая, очень быстро и легко запоминает. Ну, такой, знаете, интересненький, конечно, мужчина. Так, а теперь давайте посмотрим на вашу сторону. Я ведь вижу, что вам кто-то нравится. Вот у вас либо интерес к кому-то есть, либо вы влюблены, либо у вас симпатия. Вот есть какой-то мужчина у вас на уме. И, скорее всего, когда вы зашли на эту отсыпку, вы про него думали, да, про него думали, и его здесь показали, потому что вы про него думали. Этот мужчина, он, я так вам скажу, он не совсем как до вас дорос, не достоин он быть сейчас рядом с вами. Может быть, у мужчины еще какое-то неразрешенное дело есть, и его к вам высшие силы, вот тот, кто нравится, кому симпатия, в кого влюбленность, его не допустят сейчас к вам, потому что он не готов. Не готов, либо недостоин. Может, у него еще кармическое испытание впереди. И высшие силы просто не хотят, чтобы вы брали на себя чужие кармические задачи. Вы ведь женщина очень открытая, любящая. Вы всегда кидаетесь помогать. Вы мужчина себе там и через огонь протащите, из воды вытащите, и накормите, и спасете, и денег дадите. Ну, такой вот человек, да. Вот если вы любите, то вы всю себя отдаете в этой любви. Это как бы ваш и плюс, и минус, да. С одной стороны, плохие мужчины этим пользуются, вот. Ну, а плюс то, что высшие силы вас за это очень любят, ценят и уважают. Тот, кто вам нравится, в сегодняшнем дне не может быть с вами, его не подпустят к вам, да, вот правильно сказать, не подпустят. Как только он там освободится от своих пут, либо решит свои кармические задачи, там, не знаю, пройдет испытание, тогда да, тогда он будет к вам проявляться, я это вижу. И знаете, этот мужчина, ему ничто не помешает к вам проявиться, даже если вы там будете замужем, не знаю, беременная будете ходить, он все равно к вам проявится, да. Он, тот, кто вам нравится, тот, кому симпатия, он в вас влюблен. Он очень сильно в вас влюблен, но в его жизни сейчас большой и жирный тупик. И что бы он ни делал, он выйти из него не может. Да? Возможно, ну вот, как я сказала, не готов, время не пришло. Вот, поэтому показывают именно так. Думает ли тот мужчина о вас? Ну, конечно, он думает, потому что он в вас влюблен. И вы ведь это чувствуете сами. У вас очень сильная с ним эмпатическая связь. Но вы и страдаете из-за этого мужчины, потому что мужчина, ну, на ваш взгляд, никак себя не проявляет и никак не двигается в вашу сторону. Но вы не понимаете, что его просто не пускают, просто не блокируют его. Стоит ли вам его ждать? Ну нет, наверное, не стоит. Потому что если ваше, оно от вас никогда и никуда не уйдет. Вот. А то, что вы сейчас от жизни закрываетесь, страдаете по этому мужчине, ну, переживаете, да, что вот он не проявляется, он вам нравится, а он себя ведет там тихо, как мышка, да, в норке затаился. Это, конечно, вас травмирует. Ну вот, наверное, поэтому и показали. Высшие силы хотят сказать, что да, он влюблен в тебя, но он не достоин тебя в сегодняшнем дне, он не готов войти в твою жизнь, и мы его не пустим. Пока он не закончит свои незавершенные дела, мы его просто не пустим. Вот именно так вам говорят. Ну вот, знаете, еще что могу сказать, что вас тянет к этому мужчине, потому что он весь проблемный, а вы таких вот прям любите, да? На таких западаете. Вы видите, либо подсознательно чувствуете, что он проблематичный, да, что у него сейчас проблемы в жизни, и вам хочется вот чисто по-матерински, наверное, как-то защитить, помочь, поучаствовать. Вот, вы как мать Тереза, да?
я хочу помочь. И вы путаете благородное желание с личным желанием. Да? У кого-то именно так отыграется. Может быть, мужчина решит свои проблемы, и вы прям поймете, что он больше вам не интересен, да? Что все уже не интересен. А может быть и наоборот. Да? Вы все разные, а цепка все-таки общая. Ладно, давайте вернемся к тому, кто проявится. Смотрите, я вижу, что тот, кто проявится, он буквально уже за вами ходит. Он буквально, следит за вами, да, появляется в тех местах, в которых вы появляетесь. Мужчина кого-то будет просить, чтобы устроили вам свидание. То есть, скорее всего, действовать будет через ваших знакомых. Вас куда-то позовут, и там будет он. Да, и там будет он. И там он к вам подойдет, и там он будет с вами говорить. Это может быть у кого-то дома, это может быть какое-то праздничное мероприятие, например, чьи-то именины. То есть он и вы в числе приглашенных, но он об этом договорится заранее. И вот тогда он, девочки, начнет и проявляться, и представляться, и всячески вас добиваться. А мужчина, он, конечно, очень напористый и настойчивый. То есть, в принципе, даже с вашим характером он может вас добиться. Но если вы прям категорически его не захотите, то он не глупый, он поймет. Он не перестанет вас любить, но он поймет и не будет вам надоедать. Вот так мне показывают. То есть, в принципе, мужчина нормальный, адекватный, да. Это не какой-то там оголделый мужик, который не умеет себя контролировать. Этот наоборот, он очень себя контролирует. В этом его сила. Поэтому, скорее всего, он такой успешный, да, потому что очень умеет контролировать. Мужчина, который, буквально вот в тот срок, который вы загадали, приблизительно, да, в этот срок он войдет в вашу жизнь. Войдет именно уже проявившись к вам. То есть он вам расскажет, что вот, да, я тебя помню, я там думал, я любил, я мечтал, я надеялся, я ждал, и вот типа я дождался. Да, вот как-то так мне идет. Как у вас с ним сложится? Я не могу сказать, потому что вы все слишком разные. Но единственное, что я четко вижу, если вы выбираете, либо сойдете с этим мужчиной, он будет тащить вас под это дерево, да, он в брак будет вас тащить. Ему не нужны сожительства, ему не нужны встречания, ему нужен конкретный брак. Он хочет жить семейной жизнью. Мужчина очень такой, как семейный, да, я уже говорила, очень домашний. Ему нужен этот домашний уют. Он когда в семье, в доме, он как расцветать начинает, к нему силы приходят, там, эмоции, фантазии. Он как творить начинает, да, что-то создавать. Ему это надо, это его подпитка, теплый дом. И, конечно, ему нужен будет в доме не просто там любимый человек, да, любимая женщина, но и хозяйка. То есть это как супы, борщи, первое, второе, третье и компот. Он будет вам в этом помогать, но ему это нужно будет каждый день на постоянной основе. Есть женщины, которые очень любят такое, да, вот прям дома, чтобы пирожками пахло, да, там свежей едой, чистотой, свежестью, там, всякими ароматами приятными. А есть женщины, которые больше там ориентированы на себя, на карьеру, да. Вот опять же, все будет зависеть от этого, что вам интересно, что вам необходимо, чего вам хочется. Вот именно так показывают. Ничего, вы с ним честно поговорите. Этот мужчина за словом в карман не полезет, он будет говорить все как есть. И про себя расскажет, и про свои желания, про свои намерения. И вы уже будете принимать решения. Единственное, что я здесь вижу, что для вас это будет, конечно, очень неожиданно, что этот мужчина к вам так проявится сразу с таким предложением. Но с другой стороны, я также вижу, что вам это будет приятно. То есть мужчина вас не отталкивает, у вас нет на него там рвотного рефлекса или страха. Такого нет. Вам наоборот это приятно. Вы такая в приятном шоке будете находиться, когда этот мужчина будет проявляться. Потом уже решите, да, что вам нужно, что вам интересно, хотите вы или нет. Но он прям такой интересный, он даже немножко умеет гипнотизировать. У кого-то, кстати, отыграется, что мужчина обладает экстрасенсорными способностями. Ну вот что вышло, то вышло, мои хорошие. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.